Правоохранительные органы и правительство Таджикистана в ярости. Они так надеялись заполучить этого таджика. Подписывайтесь на обновление и будете в курсе всего самого интересного. Польша передумала экстрадировать 30-летнего гражданина Таджикистана в Душанбе. Родственники Сарбона Абдурахимзада сообщили, что 28 мая по настоянию адвоката его буквально в последний момент развернули из аэропорта Варшавы. Сарбон Абдурахимзада находился под надзором по подозрению в сотрудничестве с запрещенными оппозиционными группами и проживал в лагере для беженцев на польско-украинской границе. Пулуджон Абдурахимзада, отец молодого человека, сказал 28 мая, что в случае экстрадиции в Таджикистан его сына ожидают пытки, жестокое обращение и принуждение к даче признательных показаний. По словам Анвара Деркача, адвоката Сарбона Абдурахимзада, неделю назад к такому выводу пришли в Европейском суде по правам человека. Европейский суд по правам человека призвал власти Польши не экстрадировать Сарбона Абдурахимзада в Таджикистан, но по непонятным для нас причинам его доставили в аэропорт в воскресенье утром. Мы оперативно связались с польскими властями и разъяснили ситуацию. Сказали, что в Таджикистане его ожидают пытки, отметил 28 мая адвокат. Что думает по этому поводу таджикская сторона и в чем конкретно обвиняется Сарбон Абдурахимзада, неизвестно. Его отец сообщил, что власти обвинили его сына в том, что он якобы лайкнул в соцсетях видео от оппозиционной группы, хотя сам Сарбон говорит, что обвинение в его адрес является необоснованным. По словам отца Сарбона, их семья жила в Украине и переехала в Польшу после российского вторжения. Мой сын пытается получить разрешение и поехать к своим детям в Германию. Сейчас его экстрадиция полностью приостановлена. В течение 2 дней суд Польши вынесет свое решение, добавил собеседник. 2015 года, после того, как ПИФТ была объявлена властями Таджикистана террористической организацией, а ее деятельность запрещена на территории страны, многие члены и сторонники этой и других оппозиционных правительству политических групп и движений бежали в Европу, в том числе в Польшу и Германию, и попросили убежище. Власти европейских стран удовлетворяют не все прошения, и в последнее время в СМИ сообщалось о нескольких случаях выдворения, а затем и тюремного заключения на родине этих лиц, которые искали убежище. Член запрещенной партии исламского возрождения Хизбулло Шавализада был экстрадирован из Австрии в Таджикистан в 2020 году и осужден на 20 лет тюрьмы. В январе этого года власти Германии экстрадировали в Душанбе Абдулло Шамсидина, сына одного из активистов запрещенной в Таджикистане партии исламского возрождения. По данным Human Rights Watch, он был приговорен к 7 годам лишения свободы. Несколько правозащитных организаций раскритиковали решение Германии и потребовали от Душанбе его освобождения. Но реакции от таджикских властей на этот призыв не последовало. Как вы относитесь к тому, что наши власти готовы достать человека из другой страны за лайк под оппозиционным видео? Разве это уже не маразм? Или, как вы думаете, может, он замешан в чем-либо еще? Или просто таджикское правительство хочет максимально зачистить всех, кто против них? Но как могут на это повлиять лайки? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.